Молодежи нужно заниматься. Инженера нашей стране нужны как воздух. Если вы скажете «мин», «татар», вы понимаете, вам больше ничего не надо отвечать. Өміріңізде тұрмышыңызды Құран бойынша алып барыңыз, Аллаға жақын болыңыз. Туған еліне ұратырға, туған тіліне білерге. Достаточно серьезно и глубоко этим заниматься. Молодежи нужно заниматься. Для молодежи, да, скажем, совет дать. В первую очередь нужно, хорошо учиться, получать профессию, именно профессию. Но по профессии нужно заранее определиться, да, для того, чтобы было понятно, в какой отрасли этот молодой человек или молодая девушка желает развиваться. Но на сегодняшний день, как я это вижу, востребованы инженера. Инженера нашей стране нужны как воздух. По одной простой причине мы понимаем, да, в связи с последними событиями, у нас за последние 30 лет конструктора, инженера просто исчезли. Появились, в основном гуманитарии, да, экономисты, юристы, и так далее. Поэтому хотелось бы пожелать им, чтобы они получали специальности такие прикладные, инженерные, конструкторские, любые прикладные. Эта работа будет, во-первых, в будущем, по крайней мере, как я это вижу, в ближайшие 100 лет будет востребована. Молодые люди, самый главный вопрос в жизни, который каждый должен себе задать, это «Кто я?». Только исключительно после того, как найдем ответ на этот очень важный и первый в очереди ответ, тогда мы сможем направить все свои силы, все свои усилия, фокус в правильное направление. То есть, если вы понимаете, что, во-первых, вы человек, значит, у вас нет ограничений. Если вы понимаете, что вы хороший человек, у вас появляется ограничение, что вы должны делать только добро. Если вы вводите себе ограничения, вы скажете, что я хороший верующий человек. Вы знаете, что у вас рамки вашего поведения сужаются, но они сужаются в правильную сторону. Вы понимаете, для чего вы это делаете. Ваше правильное поведение – это не только ваше правильное поведение, это большое спасибо, большое зур рахмет вашим предкам. Если вы скажете сами себе «я хороший верующий человек», «мин», «татар», вы понимаете, вам больше ничего не надо отвечать. Вы понимаете, по какой дорожке поступать, вы понимаете? Если вы даже сможете, после этих слов сказать, после того, что вы скажете «я татарин», вы сможете прочитать первую суру с Корана, Аль-Фатиху. Вы знаете, что поступать по правильной, прямой дорожке тех, которых любит Аллах, вы знаете, что вы всегда добьетесь того, чего вам в жизни будет надо. Яшьләргә нәрсә әйтәсе килә? Туган илне яратырга, туган телне белергә, кем күбрәк тел белә? Мәсәлән, урыс теле, татар теле, башкорт теле, инглиз теле, төрек теле, калган телләрне күбрәк өйрәнсәк, безнең балаларыбыз күбрәк өйрәнсә шул телләрне, иренмичә, ничектер негативсыз, бу киләчәктә безнең өчен дә, безнең балалар өчен дә, бөтен яшьләр өчен дә бик файдалы күренеш булыр иде. Шуңа туган телне, туган илне яратырга бик күп йөриләр. Без аларга һәрбер, мәсәлән, мәктәп укучылары өчен бер программа, яшьләр, студентлар өчен икенче программа, олылар өчен, мәсәлән, ул яшьтәгеләр өчен өченче программа, төрле яшьтәгеләргә, төрле контингентка безнең турлар оештырыла. Нижемар шәһәрендә матур гына мәчет төзеп киләбез. Яшьләргә теләгем шул. Өміріңізде, тұрмышыңызды Құран бойынша алып барыңыз, Аллаға жақын болыңыз, сән болыңыз. Добрый день. Хочу обратиться к молодежи Татарстана. Такой прекрасный город, такая прекрасная республика, что надо здесь просто жить, учиться и развиваться. Здесь начал свою историю Владимир Ильич Ленин. И я надеюсь, что вы тоже здесь начнете свою учебную и трудовую деятельность. Надеюсь на ваше благоразумие
и на ваше прекрасное обучение, что все у вас в этой жизни будет прекрасно.